Здравствуйте! В эфире Пятого канала информационная программа «Новости», в студии Татьяна Маннова. Сегодня в выпуске. Общественники призывают горожан проявить активность. В округе проводится анкетирование населения по выявлению предложений о народных инициативах. Реализация смелых идей, новые перспективы и достижения. Юные патриоты Инты объединяются и вступают в ряды движения первых. Дети в кадре. В гимназии номер 2 открылся школьный медиацентр. В Центре национальных культур развернулась «Душа Севера». Жители и гостей города приглашают на выставку. Интинцы, желающие сделать свой родной город уютнее, красивее и комфортнее, могут принять участие в проекте народных инициатив. Напомним, с 27 марта по 2 апреля горожанам предлагается пройти анкетирование и определить первоочередной объект. Это может быть обустройство пешеходных дорожек и тротуаров, парков, скверов, установка уличного освещения, размещение и содержание малых архитектурных форм. Представители одной из инициативных групп вышли на улицу, чтобы попросить интинцев поддержать разработанный ими проект по благоустройству пешеходной дорожки от дома 32 по улице Куратова до дома 23 по улице Дзержинского. Общественники предлагают усовершенствовать на данном участке дорожное покрытие. На прошедшем 2 недели назад собрании интинцы единогласно поддержали народную инициативу по замене здесь уличного освещения на более яркое и энергоэффективное, которое позволит сэкономить средства в бюджете округа и лучше осветит пешеходную тропинку. Если проект пройдет республиканский отбор, то он будет реализован уже в этом году. По мнению авторов инициативы, вместе с уличным освещением должно быть приведено в порядок и дорожное покрытие. Мы собрались с инициативной группой, выбрали данную дорожку, потому что она востребована горожанами. Также пользуются ученики школы, родители. Поэтому решили поучаствовать в инициативном проекте именно на данной территории. Наша инициатива заключается в замене освещения на данной территории. Это пешеходная дорожка от здания Дзержинского 23 до Куратова 32. Хотелось бы усовершенствовать еще и покрытие. Есть такая возможность. Поэтому сегодня собирали подписи горожан за поддержку нашего проекта. За час представители инициативной группы смогли получить поддержку 40 жителей округа. Интинцы заинтересованы в благоустройстве городских объектов и не против, чтобы именно данная общественная территория была приведена в порядок. Есть возможность заменить асфальтовое покрытие. Как раз таки там хорошая будет ровная дорожка и хороший новый цвет. Вы бы поставили за это галочку? Да, поставьте. Вот вторая, если что. А фамилии не надо? Нет, тут просто, что у нас вторая, это будет замечательно. Там как раз и освещение будет, и все будет. В опросе приняли участие интинцы, проживающие в разных частях города. При этом все без исключения встретившиеся на пути горожане поставили в анкете галочку за благоустройство пешеходной дорожки. Вы сможете нас поддержать также? Вот смотрите, я живу совершенно на другой территории, но за благоустройство города я завсегда поддержу. Именно позиция — это хорошо. Если что-то, можете прочитать, наша вторая позиция, это очень нам важна. Чтобы был и свет, и дорожка была. Вторая, это можете прочитать. Мы еще хотим, чтобы вошло ремонт, усовершенствование покрытия всего. Там делается будет только освещение? Сейчас будут делать освещение, и в дальнейшем хотим, чтобы рассматривали по ремонту, усовершенствования покрытия. Так вот, от вас только требуется поставить галочку, что вы поддерживаете нас. Наш муниципалитет активно участвует в различных федеральных и региональных программах, которые финансируются из разных бюджетов. Городу выделяются гранты на осуществление пожеланий граждан. Народные инициативы – это проекты и мероприятия, направленные на реализацию идей, в первую очередь обозначенных населением. Хотелось бы поблагодарить всех горожан, что приняли активное участие и проголосовали за этот проект. Как и в прошлый раз, и в сегодняшний день все не отказываются, активно участвуют в голосовании. Большое вам спасибо. Помимо благоустройства данной дорожки, интинцы могут выдвинуть свои народные инициативы. Например, обустройство футбольных полей, спортивных, игровых и контейнерных площадок, приобретение коммунальной техники, тренажеров, ремонт домов культуры, модернизация оборудования, озеленение улиц и многое другое. Ящик для сбора предложений расположен в здании городской администрации по адресу улица Горького, дом 16. Определиться с выбором и заполнить анкету необходимо до 2 апреля.
Какую поддержку оказывают предпринимателям, призванным по частичной мобилизации? Нужно ли бизнесу продолжать соблюдать меры профилактики коронавируса? Эти и другие вопросы обсудили в администрации округа. В Инте продолжает свою работу Координационный совет по малому и среднему предпринимательству. Координационный совет по малому и среднему предпринимательству при администрации округа был создан в прошлом году. В его составе специалисты отдела изучения потребительского рынка, развития предпринимательства и сельского хозяйства, управления муниципального имущества, представители бизнеса и депутаты. На днях прошло первое в этом году заседание его членов. В повестке комиссии 3 вопроса. Сначала присутствующие рассмотрели нововведение в закон о мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации. Также были внесены изменения и при исчисление льготных условий при стаже. То есть сохраняются льготные условия исчисления стажа для мобилизованных сотрудников, которые получают северный стаж или стаж, дающий право на досрочное оформление пенсии. Период участия граждан в СВО будет засчитываться в их страховой стаж в двойном размере. Также расчет будет применяться и при назначении досрочной пенсии, например, для тех, кто участвует в СВО, для тех, кто работал в районах Крайнего Севера и теперь участвует в СВО, или трудился на вредных производствах. То есть их специальный стаж, дающий право на досрочное получение пенсии, прерываться не будет. Также были изменения внесены и в налоговые законодательства. Что касается мобилизованных, то здесь будут установлены также льготы по налогу на имущество физических лиц. Им будет предоставляться в размере суммы налога, которую должны уплачивать налогоплательщики в отношении одного из объектов, которые перечислены в пункте 4 статьи 407 Налогового кодекса. При этом налогоплательщик не должен использовать данное имущество в предпринимательской деятельности. Интинским предпринимателям, призванным по частичной мобилизации, также предоставляется право на отсрочку по уплате арендных платежей по договорам аренды муниципального имущества. Гражданам Российской Федерации, в том числе индивидуальным предпринимателям и физическим и юридическим лицам, у которых руководителем одновременно является и его же единственным учредителем, который проходит воинскую службу в соответствии с указом правительства Российской Федерации об объявлении частичной мобилизации, который находится на службе по контракту и по контракту о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на вооруженные силы. В данном случае нашим этим нормативным документом предусмотрена отсрочка по уплате арендных платежей по договорам аренды имущества, включающих в себя земельные участки, на период прохождения воинской службы плюс 90 дней с даты окончания этой службы. Также здесь предусмотрено предоставление возможности расторжения договоров без применения штрафных санкций, если такие санкции предусмотрены условиями договоров у нас. Это не все меры, которые планирует реализовать наш муниципалитет в части поддержки мобилизованных граждан. Мы сейчас готовим новые изменения, а также в представительный орган. У нас сегодня мы получили разъяснение о том, что мы можем дать возможность по нашим местным налогам выйти с законодательной инициативой на наш депутатский корпус, где сказать: дорогой депутатский корпус, мы хотим выйти с законодательной инициативой в части внесения, я бы даже сказала, освобождения от уплаты налога на землю, это наш местный налог, и налог на имущество физических лиц. Это полномочия органа местного самоуправления. Мы готовим пакет этих документов на апрельскую сессию, и в случае поддержания депутатским корпусом этого вопроса на следующем координационном совете мы дополнительно вам об этом проговорим. На сегодняшний день, в случае, если все случится по налогам, у нас по всем видам преференций и поддержек, которые может сделать муниципалитет, которые полномочия нам переданы в части поддержки мобилизованных, у нас будет реализовано в полном объеме. Предпринимательскому сообществу напомнили, что продолжают действовать нормы указа главы о введении режима повышенной готовности в связи с распространением коронавирусной инфекции. В целом ситуация по Республике Коми сохраняется стабильной, и в 2023 году новых изменений в указе главы не было. Поэтому сохраняются в принципе все те нормы, которые действовали в 2022 году. Из них юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, это освежим в памяти, предписывается
проводить мероприятия по дезинфекции, размещать на входах и в местах наибольшего скопления людей антисептические средства и устройства для обеззараживания воздуха, это по возможности. Вот. Далее, основным направлением профилактики также продолжает оставаться направление вакцинации сотрудников, занятых в определенных видах деятельности. В завершении заседания специалист Центра занятости населения рассказал о реализации мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда. Если работодатель устраивает на работы, на общественные работы, они у нас временные, да, на 3 месяца, заключает договор срочный с работником по направлению Центра занятости, и у него человек прорабатывает 3 месяца, то те затраты, которые у нас идут без учета северных, вот именно районный коэффициент, да, то есть МРОД плюс районный коэффициент, плюс налоги все. Вот я, опять же, как обычно, давайте в циферке, оно более наглядно. Если у вас человек проработал 3 месяца, то работодатель должен ему заплатить с учетом, я имею в виду МРОД и северные, и все, 145 915 рублей. Господдержка в данном случае составляет 95 200 рублей. И, в принципе, вот тот остаток разницы, да, северной, который вы вынуждены за счет своих средств, это 50 753 рубля. Вот если быть так вот более конкретным, да, точным, да. В этом году на подобную меру поддержки уже заявились 23 организации на возмещение заработной платы 89 работников. Следующая встреча Координационного совета по малому и среднему предпринимательству запланирована на второй квартал 2023 года. Первичные отделения Российского движения детей и молодежи, основанного в 2022 году, открываются по всей стране и стремительно набирают популярность. К движению первых присоединилась ИНТА. В Приполярье активно создаются отделения на базе образовательных организаций. В актовом зале администрации округа прошла торжественная церемония открытия первичных отделений Российского движения детей и молодежи «Движение первых». Сегодняшний день поистине является историческим, потому что мы станем свидетелями вступления школьников ИНТы в большое всероссийское движение. Сегодня в ИНТе значимое событие. Сегодня мы открываем первичное отделение Российского отделения детей и молодежи «Движение первых». Хочу вначале поблагодарить ребят, которые инициировали открытие создания этого движения. Первым всегда быть тяжело, ответственно, но интересно. Уверен, что у нас все получится. Поздравляю нас со стартом. Что в этом зале сидят самые активные ребята, которые именно двигатель этого движения у нас в ИНТе. Вам желаю удачи, продвигать это движение и дальше, чтобы в ваших рядах было как можно больше наших ребят. И чтобы все те задачи, которые вы перед собой ставите, они у вас выполнялись. Удачи вам! Благодарственными письмами Государственного совета Республики Коми за существенный вклад в становление и развитие российского движения школьников на территории региона были награждены председатель Интинского отделения РДШ Светлана Артеменко, куратор отделения РДШ в ИНТе Зинаида Лопатченко, куратор личностного развития Интинского отделения Екатерина Шишкина. Директору лицея номер 1 вручили диплом победителя республиканского конкурса «Лучшие образовательные организации Республики Коми, реализующие направления деятельности общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» в 2022-2023 учебном году. Движение первых объединило все молодежные организации и движения страны, такие как Юнармия, Большая перемена, Российское движение школьников, Ассоциация волонтерских центров. Быть с Россией. Быть человеком. Быть вместе. Быть в движении. Быть первыми. Миссия движения детей и молодежи. Детские общественные организации окрыляют ребят, дают им возможность мечту превратить в реальность. Вступление в организацию добровольное. Возраст участников движения от 6 до 18 лет. В организацию могут вступать школьники, начиная с младших классов.
а также студенты колледжей и вузов до 18 лет. Взрослые тоже могут стать участниками движения, но в качестве наставников. Моя страна, мои города, и я вместе с ними, я здесь навсегда. Я в каждом дыхании, я в каждом движении, ты мое начинание, я твое продолжение, я твое завтра, ты можешь мне. Я будущее открываю двери. Эпоха моя, перепутье столетий, а я молодой, освежающий ветер. Первичное отделение движения первых было решено открыть в лицее номер 1 и гимназии номер 2. Именно там, где до этого долгое время существовали отделения российского движения школьников. У вас в Инте детские движения, они уже были, они уже активно работали. И это благодаря тем ребятам, в том числе, которые сидят в этом зале, они сомневаются, что их гораздо больше. И это все благодаря тем, кто сидит тут у нас в первом ряду, тем педагогам, наставникам, без которых, наверное, понимаю, что таких бы движений не было. Наше движение, оно приходит не на смену им, а приходит для того, чтобы объединить, обеспечить поддержкой и ресурсами. И я не сомневаюсь, что НТА, как и в российском движении школьников, так и в российском движении детей и молодежи будет уверенно поступью шагать, будет занимать первые места. И желаю вам успехов в развитии движения, желаю стать активными участниками, призывать, ребята, всех ваших друзей, коллег, родителей обязательно вступать в движение, интересоваться им, проявлять инициативу и быть первыми. Десятки мальчишек и девчонок, учащиеся этих учреждений, активисты движения, торжественно были посвящены в ряды движения первых. Дорогие ребята, здесь и сейчас, перед своими товарищами вы произнесете клятву, которую всегда должны помнить и следовать ей. Я, вступая в ряды общероссийской, общественно-государственной, детско-юношеской организации, Российское движение детей и молодежи, перед лицом своих товарищей торжественно клянусь. Быть честным и справедливым, клянусь. Быть честным и справедливым, клянусь. Быть благородным и ответственным, клянусь. Быть благородным и ответственным, клянусь. Уважать старших и верить в дружбу, клянусь. Уважать старших и верить в дружбу, клянусь. Клянусь любить свою родину и крепить ее величие трудом, добром, верностью. Клянусь любить свою родину и крепить ее величие трудом, добром, верностью. Каждому активисту прикололи к груди памятные значки российского движения детей и молодежи. В завершении мероприятия прошел и яркий флешмоб. В ряды российского движения детей и молодежи, движения первых, вступают не только школьники, но и студенты. Еще одно отделение общественной организации открылось на базе интинского филиала Воркутинского политехнического техникума. 20 апреля 2022 года школьница из Севастополя, 12-летняя Диана Красовская, предложила президенту России Владимиру Путину создать организацию, объединяющую всех детей страны. Оно было поддержано лидером России, и теперь в каждом регионе, в каждом муниципалитете открываются первичные отделения движения первых. Основная и самая главная задача этого движения – это объединить всех детей Российской Федерации, сохранить все существующие общественные, детские, общественные объединения и организации под единой системой, чтобы мы могли говорить о том, что в Российской Федерации, начиная от запада на восток и севера на юг, мы будем работать по единой программе, сохранять и выстраивать, формировать у детей единые ценности, ну и формировать граждан, которые будут разделять все то, что предписано, собственно говоря, теми документами, которые сейчас формируются и уже приняты этим летом. Мы хотим быть первыми в знаниях и творчестве, на защите Родины, в науке и технологиях, в труде и спорте, в сохранении природы и везде, где хотим исполнить наши мечты.
Мы первооткрыватели мира и готовы изменить его к лучшему. 20 студентов техникума, активисты и общественники в торжественной обстановке вступили в ряды движения первых. Они принесли клятву и стали полноправными членами организации. Это активисты наших многочисленных объединений, и они хотят также заниматься активной работой, помогать Родине, укреплять ее рубежи, скажем так, да, и работать на благо нашей страны. Движение «Первый» включает в себя 12 различных направлений деятельности, охватывающие все аспекты жизни и увлечений молодежи. Здесь каждый найдет себе занятие по душе. Миссия нового общественного движения проста и лаконична. Быть с Россией, быть человеком, быть вместе, быть в движении и быть первыми. Интинская молодежь теперь в рядах движения «Первых». Инта сегодня, 23 марта, вступает в это движение, и можно поздравить. И я надеюсь, что 23 марта будет отмечаться как день старта движения в городском округе Инта. Мы в техникуме первые открываем первичное отделение. У нас сегодня будут еще 2 первички открываться. На данный момент у нас практически 16 тысяч первичных отделений открыто. Открываются они на базах школ, спортивных клубов, учреждений культуры, учреждений доп. Образования, на базах учреждений среднепрофессионального образования, на базах вузов, то есть везде, где есть дети. И ставим перед собой амбициозную цель, что в это движение в ближайшем будущем должны будут вступить все 17,5 миллионов детей и молодых людей, которые у нас проживают в Российской Федерации. Сейчас число пока сложно говорить, но у нас в Республике Коми порядка 300 членов уже есть. Мы первые открываем в нашем городе данное отделение, и сегодня еще также будет открытие в лицее номер 1 и гимназии номер 2. Новое молодежное движение России создано для воспитания, организации досуга подростков и формирования мировоззрения на основе традиционных российских духовных и нравственных ценностей. Жителей Коми приглашают на службу по контракту. Для мужчин нашей республики, заключивших контракт, предусмотрены различные меры поддержки и выплаты. 150 тысяч рублей ежемесячная региональная выплата для граждан, заключивших контракт с 1 марта 2023 года. И 195 тысяч рублей единовременная выплата при заключении первого контракта сроком не менее чем на 1 год. Военнослужащим, поступившим на военную службу по контракту, предоставляются социальные льготы и гарантии, кредитные и налоговые каникулы, статус ветерана боевых действий и соответствующие льготы, служебное жилье или компенсация за найм жилья, медицинская помощь в учреждениях государственной и муниципальной системы здравоохранения членам семьи военнослужащего, продовольственное обеспечение, бесплатное трехразовое питание, вещевое обеспечение имуществом и обмундированием, возможность приобретения жилья через накопительно-ипотечную систему жилищного обеспечения, возможность обучения в период военной службы, право на пенсию после 20 лет службы, бюджетные места в вузах и бесплатный отдых в летних лагерях для детей, социальная программа реабилитации и адаптации, ежегодный оплачиваемый отпуск, бесплатный проезд к новому месту службы и при следовании в служебную командировку, выплата подъемного пособия при перемещении к новому месту службы, проезд и провоз на безвозмездной основе личного имущества до 20 тонн, единовременное пособие при увольнении с военной службы, преимущественное право на поступление после увольнения с военной службы в высшие и средние учебные профессиональные организации, страхование жизни и здоровья, выплата пенсий по потере кормильца, преимущественное пользование всеми видами услуг учреждений связи культурно-просветительской и спортивно-оздоровительной направленности, первоочередное право на приобретение садовых земельных участков, обеспечение жилыми помещениями для постоянного проживания по избранному месту жительства, в том числе путем выдачи госсубсидий, при достижении общей продолжительности военной службы 20 лет, бесплатное обследование, лечение, в том числе ежегодное диспансерное наблюдение, обеспечение лекарствами. Ежегодная республиканская денежная выплата в связи с празднованием Дня ветерана боевых действий в размере 3000 рублей. Подробная информация о службе по контракту по телефону 8 821 45 6 19 31.
В гимназии номер 2 работает медиа-студия «Дети в кадре». Учащиеся через фото и видео освещают жизнь школы в социальных сетях. Сейчас в распоряжении начинающих журналистов появилось новое оборудование, которое они получили в рамках республиканского конкурса школьного инициативного бюджетирования «Народный бюджет в школе». В ноябре прошлого года учащаяся 10 класса Дарья Куделина успешно защитила проект студии «Дети в кадре». Республиканская комиссия одобрила инициативу гимназистов и выделила деньги на покупку необходимого оборудования. Для расширения информационного пространства нашей гимназии инициативные группы в лице Куделиной Дарьи, Муглединовой Дарьи и Ахмеровой Арины был представлен проект медиацентра «Дети в кадре». Данную инициативу поддержало наше руководство, чему мы, конечно, безмерно благодарны. И проект вошел в число победителей пилотного проекта бюджетирования, инициативного бюджетирования «Народный бюджет в школе». Мы сделали логотип, продумали название «Дети в кадре», который нанесен как раз данный логотип на наши футболки. Также подготовили уже и футаж, то есть заставку нашего видео для наших репортажей и интервью. Мы освещаем школьную жизнь, освещаем все мероприятия, которые происходят, участвуем в различных акциях и просто снимаем видеоролики на конкурсы. На данный момент в студии работает 10 ребят. Это операторы, монтажеры, корреспонденты и режиссеры. Здесь рады всем, кто хочет попробовать свои силы в медиапространстве. Эта сфера мне была интересна еще очень давно, и, оказывается, я узнала, что в нашей школе есть такая организация, которая этим занимается, которая может предоставить необходимое оборудование, чтобы этим заниматься и улучшать свое качество в этой сфере. Вот. Еще мне очень было интересно узнать, как это все в школе происходит, как это снимается. Хотелось расширить круг своих друзей, потому что дети в кадре, можно сказать, нас так сближают. Вот. Дети в кадре пока делают свои первые шаги. Ребята снимали на свои личные телефоны, прилагали массу усилий, чтобы видео и фото получались достойными. Новое оборудование нам было действительно необходимо, потому что до этого мы все снимали на свои телефоны, озвучивали с помощью своих наушников. И сейчас за счет того, что появилось новое оборудование, качество видео и звука станет гораздо выше. Теперь создавать контент ребятам станет намного проще. В их распоряжении появился свет, микрофоны, штатив, квадрокоптер и прочее оснащение. В рамках республиканского конкурса школьного инициативного бюджетирования «Народный бюджет в школе» гимназистам было выделено около 100 тысяч рублей. Благодаря данному проекту наша работа выйдет на новый уровень. Наше качество видео, я очень надеюсь, что будет лучше. И мы будем радовать и дальше и родителей, и всех тех, кто состоит в группе нашей гимназии. Благодаря данному бюджетированию мы получили долгожданные микрофоны, которые нам необходимо было для репортажей, для интервью, а также видеосвет. Безусловно, мы рады получению переносного света, потому что с помощью софтбоксов это было очень затруднительно. И мы очень рады получению новых микрофонов, потому что звук будет теперь отличный. Контент, который создают участники студии «Дети в кадре», можно увидеть в группе ВКонтакте «Французская гимназия». Чуть позже ребята планируют открыть свой канал на Рутубе. «Душа Севера» под таким названием в Центре национальных культур открылась необычная экспозиция. На выставке представлены уникальные, в том числе старинные экспонаты, собранные в разных селах Интинского округа, рассказывающие о жизни коренного коми-народа, традициях и ремеслах наших предков. Мало кто знает, как выделывают шкуры северного оленя и насколько это сложный процесс. Что такое куды, как выглядят настоящие лямпы, нарты, коми-промысловый календарь и что на нем изображено. Сотрудники Центра национальных культур предлагают интинцам окунуться в мир коренных народов Севера и поближе познакомиться с традициями оленеводов. Наша выставка посвящена недавно проходящему в нашем городе празднику оленеводов. Мы живем в Республике Коми, и очень хотелось показать и взрослым, и детям быт, значит, коренных народов Севера, да, в частности, народа Коми, традиции, обычаи в одежде, значит, в поделках, которые они делают. У нас есть стилизованный чум, там есть бытовые приборы, которые они использовали. Значит, это специальные пояса, специальные короба.
Вот. У нас есть стилизованные костюмы, чтобы посмотреть, традиции, обычаи в прядении, выделки камыса. Вот все это мы хотели представить, потому что у нас заявлены и детишки на наши мероприятия. Хочется их приобщать, чтобы они знали, где они живут, в какой республике, обычаи соблюдали, может быть, побольше узнали что-то о коренных народах нашего севера. Также у нас есть игры для детей, тоже с уклоном традиционным, чтобы они изучали пасы. Они знают русскую азбуку, но не знают коми-пасы. Коми-пасы тоже очень интересные. Хочется детей тоже привлечь, показать и кое-чему научить. Манекены в ярких национальных костюмах, куклы с игрушками и поясами-оберегами, прялки, кухонная утварь, старые фотографии оленеводов и много познавательной информации для взрослых и детей. Организаторы выставки готовы не только провести экскурсию, рассказав о каждом экспонате, но и сыграть с посетителями в необычные игры. Недавно в нашу копилочку мы приобрели замечательную игру для детей, называется коми-пасы. Пасы – это у коми-народа заменяли азбуку. То есть, если у нас есть буквы, то у них есть знаки, обозначающие определенные, значит, предметы или символы. Например, вот этот вот пас обозначает шонды, да, по коми, или солнышко. Или, например, вот чаечка. Да. Дети, которые будут к нам приходить, они должны будут по картиночке с подсказкой узнать пас и подобрать к нему необходимую картинку. То есть такое небольшое лото, только с коми-национальным уклоном. Также у нас недавно приобретен коми-национальный календарь, пазл, то есть тоже надо правильно собрать. Начинается он не с января, да, как у всех народов, начинается он с 22 марта и идет против часовой стрелки, что для детей тоже будет интересно и собрать, и посмотреть. Выставка «Душа Севера» будет работать в Центре национальных культур до 22 апреля. Посетить ее можно как индивидуально, так и организованными группами. Гастроли Академического театра драмы имени Виктора Савина. В Приполярье приезжают знаменитые народные и заслуженные артисты Республики Коми, лауреаты премии правительства региона. Вокальный ансамбль «Тагья Сур» выступит для интинцев и гостей города с концертной программой «От всей души». Только 3 апреля в 19 часов на сцене Дворца культуры и техники состоится концерт ансамбля «Тагья Сур» коллектива театра драмы имени Виктора Савина, город Сыктывкар. Будут использованы лучшие музыкальные номера и композиции российских советских авторов. Покупка билетов возможна по пушкинской карте. Справки по телефону 62098. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Смотрите новости на 5 канале, будьте в курсе значимых событий НТ. Всего доброго и до свидания.